Мендет, дорогие друзья, а мы с вами уверенно приближаемся к золотой середине наших занятий. Сегодня 9-й урок, и прежде чем его начать, хотелось бы напомнить, что мы изучили практически 9 занятий, мы прошли уже практически 9 занятий по родному языку, и хочется, чтобы эти занятия были полезны и нужны для вас. Хочется также, чтобы вы делились своими мыслями, впечатлениями, какими-то пожеланиями для того, чтобы мы могли строить свои дальнейшие уроки в соответствии с тем, что вы хотите. А сейчас давайте повторим пройденные на прошлом занятии темы. И первое, что мы изучали на прошлом занятии, это были два последних падежа калмыцкого языка. Это были соединительный и винительный падеж. Давайте повторим их. Соединительный падеж образовывается посредством присоединения к основе слова двух падежных окончаний. Ла, ир, экшектеюгды, и ля, в имы экшектеюгды. Идею, которую выражает совместный падеж, это идея совместности, в которой оба участника выполняют в ситуации одинаковую роль. Давайте приведем сейчас примеры. Иджи бакшла күндвы. Иджи бакшла күндвы. Иджи бакшла күндвы. Иджи — это у нас, как мы уже помним, мама или бабушка. Бакши — это учитель. Бакшла — это значит с учителем или вместе с учителем. Так переводится это на русский язык. Күндх — это у нас разговаривать, говорить. Күндв — это значит поговорила. Мама или бабушка поговорила с учителем. И мама, и учитель здесь являются одинаковыми. То есть они выполняют одинаковую роль. Или еще один пример. Тиры кюн. Тиры, мы знаем, это этот, это или точнее тот, то или тот-то. Тиры кюн — это значит тот человек. Кövünle, kövünle irci. Тиры кюн, kövünle irci. Тиры кюн, kövünle irci. Тиры кюн, kövünle irci. Тиры кюн — это тот человек. Кövün — это мальчик или сын. Kövünle — это значит вместе с сыном. Ирджи, как мы уже знаем, это значит пришел. Оказывается, тот человек пришел вместе с мальчиком или вместе с сыном. Тирыкун кövünle ирджи. Здесь в данном случае используется то время, которое мы учили на прошлом занятии и которое мы будем повторять на этом занятии. Итак, иджи бакшла күндвы. Мама или бабушка поговорила с учителем. Оба участника сообщения, которые мы транслируем, они равны в своих ролях. Тирыкун кövünle ирджи. Тот человек прибыл вместе со своим мальчиком или сыном. Тоже оба участника, тирыкун и кövün, они одинаковые, равные. Поэтому не стоит ни в коем случае путать соединительный падеж с совместным падежом. Совместный падеж тоже имеет похожую структуру, похожий смысл, однако оба участника находятся не в равных ролях между собой. А потому махта хоты, это пример, махта хоты итхербенев. Махта хоты итхербенев. Махан — это у нас мясо, как мы знаем. Махта — это значит с мясом или мясной. Хоты — это значит пища, еда. Итхер бенев. Эту фразу мы тоже изучали, эту конструкцию. Я думаю, что она запомнилась вам достаточно хорошо. Махта хоты итхер бенев. Кстати сказать, если мы используем вот в первом лице вот эту конструкцию итхербенев, там йохарбенев, унтхарбенев и так далее, то мы не можем и не ставить сюда би, потому что это би у нас уже есть вот здесь, как мы помним в глаголе бенев. Вот это вот в, как я уже говорил много раз, это происходит от слова би. Поэтому махта хотты итхер бене би писали бы мы на тудубичик. Поэтому не так важно ставить сюда местоимение би, то есть я. Махта хотты — это значит пища
в которой есть мясо или мясная пища. То есть здесь махта хоты будет в совершенно другом отношении, нежели в соединительном падеже. Махта хоты, давайте я подчеркну здесь вот это падежное окончание. Махта хоты, здесь слово махта будет подчиняться слову хоты, то есть они уже не в равных ролях. Слово махта это слово, принадлежащее слову хоты. И второй пример тоже. Сен диктирте. Диктирте кövün. Сен диктирте кövün. Сен диктирте кövün. Сен диктирте кövün. Сен это хороший, как мы уже помним. Диктир это книга. Диктирте это с книгой. Кövün это мальчик. То есть сен диктирте кövün будет переводиться как мальчик с хорошей книгой. Книга принадлежит мальчику, они не находятся в одинаковых ролях в этом. Книга принадлежит, то есть она не является равнозначным или равноправным, равнорольным участником сообщения. Сен диктирте кövün махта хоту итхер беэнев. Когда я произношу калмыцкие фразы, проговаривайте их, пожалуйста, вслед за мной, чтобы в первую очередь ваш ум привыкал к строю предложения калмыцкого, а также, чтобы вы могли приучить свой речевой аппарат произносить эти слова. Второй падеж и на прошлого занятия и последний падеж калмыцкого языка, который мы с вами изучили, это был винительный падеж. Винительный падеж обозначает объект действия. Он образовывается посредством присоединения к основе слова вот таких трех окончаний. иг, ыг или г. Давайте отметим неясные звуки. иг, ыг или г. А теперь приведем примеры. Халгар йовджи эмчиги üzüv. Халгар йовджи эмчиги üzüv. Повторяйте эти слова вместе со мной. Халгар йовджи эмчиги üzüv. Халга – это у нас дорога. Халга – дорогой, ну или по-русски, если совсем правильно, то по дороге. Йовджи – это значит идя. Когда я шел, или вот так можно перевести это, когда я шел по дороге, халгар йовджи, или идя по дороге. Эмчи – это у нас врач, эмчиг – это значит врача. Üzüh – это значит увидеть, посмотреть. Üzüv – это значит я увидел и посмотрел. Давайте еще раз повторим эту фразу. Халгар йовджи эмчиги üzüv. Халгар йовджи эмчиги üzüv. Халгар йовджи эмчиги üzüv. И идя по дороге, я встретил врача. Или увидел врача. Здесь надо заметить, мы по правилам должны были в идеале бы писать не üzüv, а üzvv, так как первая в обозначала бы прошедшее время, а вторая в обозначала бы вот то, что мы говорим как би. То есть в тодобичик бы это писалось так. Халгар йовджи эмчигü üzve би. Однако, так как в современном калмыцком языке такое нагромождение букв «в» в одном слове невозможно, произнести это сложно, ну и никто так не разговаривает, поэтому благодаря тому, что процесс изменения многих звуков у нас происходил, сегодня мы записываем эту фразу как «üzüv». То есть вот здесь буква «ü» у нас вместо буквы «в». Следующий пример, который мы приведем, давайте рассмотрим его тоже. Бидн. Бидн. Здесь надо было отметить неясные гласные. Бидн одыг халаджана видн. Бидн одыг халаджана видн. Бидн одыг халаджана видн. Бидн, как мы знаем, это мы. Одн это звезда. Одыг или звезды. Одыг это будет звезды. То есть что? Халяджана видн, мы все это знаем, это значит смотрим. Мы смотрим на звезды или звезды. Одыг, заметьте, что здесь окончание винительного падежа ыг. Если здесь ыг было, то здесь ыг. Однако в большинстве слов винительный падеж вообще не имеет окончания,
А в тех словах, которые оканчиваются на букву «н», даже буква «н» выпадает. И поэтому получаются вот такие сочетания в нашем родном языке. Тире имгхаля, тире имгхаля, тире имгхаля. Тире, как мы знаем, это то или тот. Имг — это форма винительного падежа от существительного, от слова имгн, то есть пожилая женщина, или, как сейчас иногда пишут, старуха. Тире имгхаля, тире имгхаля, тире имгхаля. Посмотри на ту старуху или посмотри ту старуху, пожилую женщину. Вот так образовывается винительный падеж в калмыцком языке. Он обозначает, еще раз повторюсь, объект, с которым происходит какое-то действие. Кроме двух последних падежей родного языка, на прошлом занятии мы с вами изучили также и прошедшее результативное время. То есть результат действия, совершенного в прошлом, обнаруживается в настоящем. Прошедшее результативное время образовывается посредством присоединения к основе глагола суффиксов «дже» или «че». Давайте просмотрим примеры и вспомним, как же образовывается это время. «Мись» — это у нас кошка. Мы изучали это слово уже. «Сандл» — это стул. «Сандлас» значит со стула, от стула. «Мисс сандлас босче». «Мисс сандлас босче». «Мисс сандлас босче». Это значит, кошка встала со стула. Оказывается, кошка встала со стула. То есть действие какое-то было совершено в прошлом, но мы говорим его сейчас, и этот результат действия обнаруживается в настоящем. То есть кошка встала со стула, там она дальше, может быть, пошла куда-то попить водички или еще что-то сделать. «Мисс сандлас босче» будет иметь значение «оказывается, кошка встала со стула». Ну, примерно так можно перевести это на русский язык. Однако не стоит все это по кальке переводить, как оказывается, это будет неверно. Нужно догадаться по контексту и понимать то, что «мисс сандлас босче» может быть, что кошка, оказывается, в прошлом встала со стула и пошла что-то делать, что уже еще больше влияет на ту ситуацию, о которой мы говорим с вами. Или, допустим, такой пример. Бакше, бакше — это учитель. Уха, как мы знаем, это слово ухан в винительном падеже. Бакше, уха, экче. Учитель дал разум, разумение, какие-то навыки, знания и так далее. Бакше, уха, экче. Бакше, уха, экче. Бакше, уха, экче. Учитель дал разум, дал знания, какие-то умения. Мисс сандласы босче, бакши ухаюкче. Это вот прошедшее результативное время образуется с суффиксами «дже». Мы уже это повторяли, поэтому смысла к этому возвращаться нет. Я здесь привел примеры, оба примера с использованием буквы «че» как окончание прошедшего результативного времени. А кроме этого, на прошлом занятии вместе с вами мы изучили еще также конструкцию. Вообще их на самом деле в калмыцком языке большое множество. Однако самая простая и самая понятная для нас сегодня конструкция — это намерение что-то сделать, которое образуется посредством присоединения к глаголу в форме инфинитива вообще, то есть йовх, бичх, кельх, там сух, босх и так далее. Окончаний такой вот конструкции арбяна или эрбяна. Давайте приведем и рассмотрим еще раз примеры, чтобы запомнить все это. Би йовхар бянев. Обратите внимание, что я сейчас привожу примеры уже с местоимениями, для того, чтобы вы прекрасно могли разбираться не отвлеченные какие-то понятия, а уже с местоимениями. И здесь, смотрите, вот слово би, и то же самое будет повторяться вот здесь. Би йовхар бянев. В тудобичих бы мы это писали би йовхар бяна би. Вообще, как я уже отмечал, вот это слово би можно и убрать. Все равно фраза будет значить, что это я иду что-то делать. Та, например, или чи, как хотите тут уже. Та сурхар бянет. Или
Чи сурхар бене ч будет тогда. Та сурхар бенет, чи сурхар бенеч. В данном случае та сурхар бенет значит вы хотите спросить. Вы хотите спросить. И еще один пример. Джолачи. Джолачи, как мы знаем, это уже водитель. Зохсхы — это останавливаться или стоять. Зохсхарбене. Джолачи зохсхарбене. Джолачи зохсхарбене. Водитель собирается остановиться. Вот так образовывается прошедшее результативное время в нашем родном языке, а также самая простая конструкция, которая выражает намерение что-то сделать. Итак, мы повторили все то, что проходили на прошлом занятии. Дорогие друзья, а мы теперь начинаем новую тему нашего 9-го урока. И первое, что мы изучим, это прежде прошедшее время. Есть такое время в калмыцком языке, это одно из 3 основных прошедших времен калмыцкого языка. Прежде прошедшее время обозначает действие, совершенное до момента речи, и предшествовавшие другим каким-то действиям. То есть мы что-то сделали, либо кто-то что-то сделал задолго до момента речи, и после этого действия еще был ряд действий, о которых нужно будет сказать. И вот тогда мы используем именно вот эту форму прежде прошедшего времени, которая образовывается посредством присоединения к основе глагола вот таких вот 2 суффиксов ла или ле. Давайте рассмотрим примеры с местоимениями для того, чтобы мы все прекрасно с вами понимали, как строить и другие фразы с этими временными суффиксами. Би, как мы знаем, это я. Делигюр — это магазин. Делигюрт — в магазин. Или внутри магазин. Би делигюрт орх. Это будет у нас входить, как мы помним, заходить. Орлав. Би делигюрт орлав. Никогда не забывайте, что если мы говорим от первого лица, то есть я, би, то мы всегда в конце глагола ставим лицо глагола. Вот эту же самую би, только изменившуюся в виде буквы В. Би делигюрт орлав. Би делигюрт орлав. Би делигюрт орлав. Я когда-то заходил в магазин, потом еще что-то сделал, и в общем сейчас сообщаю, что я заходил в магазин для чего-то там, и потом еще что-то сделал, и вот сообщаю об этом. Би делигюрт орлав. Я заходил в магазин, будем и переводить эту фразу на русский язык. Чи уже ко второму лицу, то есть ты, мах. В данном случае слово «мах» стоит в винительном падеже и не имеет окончания, так как в слове «махн» окончание «н», которое в винительном падеже, опускается. Чи, мах и дляч. Чи, мах и дляч. Ты ел мясо. Это действие прошло, оно прежде прошло, потом еще какие-то действия совершились. И вот теперь я сообщаю, что когда там, например, кто-то приходил, ты ел мясо. Чи, мах и дляч. Чи, мах и дляч. Чи, мах и дляч. И еще один пример. Здесь надо было расставить неясные гласные. Хулдачы, как мы знаем, это продавец. Хулдачы, хувцы. Хувцы — это тоже слово в винительном падеже. Хувцн, как мы знаем, это одежда, какие-то вещи, именно как одежда. А хувцы в винительном падеже тоже буква «н» опускается. Хулдачи, хувцы, хулдла. Здесь, как мы знаем, в третьем лице никакого окончания не бывает. Поэтому в третьем лице мы никакого окончания ставить не будем. Би дельгюрты орлав, я заходил в магазин. Чи махы и дляч, ты кушал мясо, поел мясо в то время. А хулдачи, хувцы, хулдла.
То есть, а продавец в это время продавал вещи. Может быть так. Бидель орлав. Давайте еще раз все это повторим вместе с вами. Бидель орлав, чи махы идляч, хулдача хулцу хулдла. Бидель орлав, чи махы идляч, хулдача хулцу хулдла. Так образовывается прошедшее, то есть прежде прошедшее время в калмыцком языке. Посредством присоединения к основе глагола суффиксов «ла» или «ле». Кстати сказать, многие старики, носители калмыцкого языка, говорят, что вот это прежде прошедшее время, которое образуется посредством присоединения к основе глагола суффиксов «ла» или «ле», и «ры» экшектеюк «д» «ла», и «мы» экшектеюк «д» «ле». Если мы можем говорить, используя это время, только в том случае, если мы были лично сами свидетелями определенных действий. О том, что произошло 100 лет назад, мы не можем сказать, оно там кто-то орла, или идля, или хулдла. То есть те действия, в которых мы лично были свидетелями, именно тогда мы можем говорить, либо мы слышали от кого-то, что кто-то говорил, что тогда-то и тогда-то случилось то-то, тогда мы можем использовать такие вот формы. А в противном случае мы их использовать не можем. Но относительно этого никаких упоминаний, особенных каких-то отдельных упоминаний я пока не обнаружил. Но так как старики-носители языка говорят так, я думаю, что это будет очень хорошей подсказкой, когда же можно использовать прежде прошедшее время в калмыцком языке. Сейчас мы изучим валитативное наклонение. Вот такое вот страшное название грамматическое существует у этого наклонения, однако бояться его не надо, так как я сейчас очень просто и доступно объясню, что же это такое. Валитативное наклонение — это такое наклонение глагола, которое призывает второе лицо или группу людей. Второе лицо имеется в виду не вы сами, но кого-то из своих собеседников или какую-то группу людей совершить какое-то определенное действие. На русский язык она будет переводиться как «давай» или «давайте сделаем то-то, 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 то-то». Сейчас давайте рассмотрим примеры, но прежде чем начать их рассматривать, давайте скажем, как же оно образовывается. Образовывается валитативное наклонение посредством присоединения к основе глагола следующих суффиксов: ие, ие, ия, я. Причем надо сказать, что вот эти два последних окончания «я» или «я», и «я» или «я» — это диалектные, восточных диалектов калмыцкого языка используются вот такие вот окончания для того, чтобы образовать от глагола валитативное наклонение или призыв кому-то сделать что-то. Давайте рассмотрим примеры. Бакшин югы сонгсы. Бакшин югы сонгсы. Бакшин югы сонгсы. Бакши — это у нас учитель. Бакшин — это учителя в родительном падеже, как вы это помните. Югы — это будет слово или слова. В калмыцком языке нет большой разницы между словом или словами, потому что в любом случае мы никогда не говорим одним словом. Бакшин югы сонгсы. Давайте или давай послушаем слова учителя. Вот так будет это переводиться. Бакшин югы сонгсы. Бакшин югы сонгсы. Бакшин югы сонгсы. Или еще один пример. Кюкынды. Кюкынды. Кюкын — это у нас девочка. Кюкынды — это будет девочке. Дектор. Дегтр. Дектор. Дектор — это у нас книга. Эгей. Эгей, давай или давайте, дадим или отдадим книгу девочки. Кюкынды диктор эгей. Кюкынды диктор эгей. Кюкынды диктор эгей. И еще одно выражение, которое, наверное, многим из вас пригодится, так как часто присутствуя на определенных переговорах и не имея возможности сказать своему соратнику
единомышленнику, что что-то происходит, мы можем выразить это на своем языке и взять время для переговоров. Итак, как же мы это скажем? Газа, как мы знаем, это на улице или на улицу, или куда-то наружу, снаружи. Газа гарчы кюнди. Гархы это у нас выходить, гарчы это выйдя. Газа гарчы кюнди. 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 Кюндхы это говорить, кюнди поговорим. И так это можно перевести следующим образом. Давай выйдем на улицу и поговорим. Или давайте выйдем на улицу. Здесь нет никакого отличия между тем, говорит это обращение идет к старшему человеку по возрасту или к своему ровеснику. Здесь все в калмыцком языке одинаково. Если в русском давай и давайте, то у нас такого различия нет. Поэтому бакшин югы сонгсые. Бакшин югы сонгсые. Бакшин югы сонгсые. Давайте послушаем или давай послушаем слова учителя. Күкінді дектір өгей. Күкінді дектір өгей. Күкінді дектір өгей. Это значит давайте дадим или отдадим девочке или ребенку книгу. Газа гарчы күндие. Газа гарчы күндие. Газа гарчы күндие. Значит, давай или давайте выйдем на улицу и переговорим. А сейчас, дорогие друзья, мы выучим еще одно наклонение калмыцкого глагола, которое называется предостерегательное наклонение. То есть такое наклонение, которое выражает опасение, как бы не совершилось какое-то определенное действие. Ну вот есть у нас такое. На русский язык это примерно будет переводиться как бы или лишь бы что-то там не случилось или не произошло. Оно образовывается посредством присоединения к основе глагола двух вот таких вот суффиксов или двух таких окончаний. Вза и рекшиктеюгды и взя и мекшиктеюгды. Рассмотрим примеры. Би сандлас бос взав. Би это я, сандл это стул, сандлас со стула или от стула, как правильнее будет. Босх это вставать, а босвзав, как мы помним, би и вот это вот в, это дублирующие друг друга местоимения, одно из которых полноценное местоимение, а второе из которых уже превратилось в букву в у нас в первом лице. Обязательно мы должны ставить и даже здесь вот такие вот показатели лица. Би сандласы босвзав. Лишь бы я не встал со стула, хоть бы я не встал со стула, или как бы я не встал со стула. Би сандласы босвзав. Би сандласы босвзав. Би сандласы босвзав. Во втором лице чи или та, в данном случае давайте рассмотрим сначала пример с чи, а потом пример с та. Чи ödümük, ödümük, ödümük idi взяч. Чи ödümük иди взяч, чи ödümük иди взяч. Как бы ты или лишь бы ты не съел хлеб, как бы ты не съел хлеб. Или та ödümük иди взят, та ödümük иди взят, та ödümük иди взят. Как бы вы не съели этот хлеб. Ну, может быть, он кому-то должен быть передан или что-то еще. Вот как бы вы его не съели. То есть мы предостерегаем кого-то, чтобы какое-то действие не было совершено. И еще один интересный пример такой, уже в третьем лице мы приведем. Джолаче, джолаче, джолаче. Это водитель у нас. Машинес, машинес. Машина это машина. Машинес. Из машины, с машины, машинес гарвза. В третьем лице, как мы уже знаем в калмыцком языке, никогда показателя лица не ставится. Джолачи машинес гарвза. Джолачи машинес гарвза. Джолачи машинес гарвза. Хоть бы водитель не вышел
или лишь бы водитель не вышел, или как бы водитель не вышел из своей машины. Итак, еще раз давайте повторим эти фразы. Би сандласы босылзаву, как бы я не встал со стула. Чи ödümü gidi взять, или та ödümük чи ödümü gidi взять, или та ödümük иди взять. Как бы, или лишь бы, или хоть бы вы не съели этот хлеб, определенный вот этот вот хлеб. И джолачы машинасы гаруза, джолачы машинасы гаруза. Хоть бы или как бы водитель не вышел из своей машины. Вот таким вот образом образовывается в калмыцком языке предостерегательное наклонение. Пожалуйста, уважаемые друзья, мы уже выучили с вами достаточно много интересных слов, которые нужны нам для того, чтобы мы могли объяснить свои определенные действия. А сейчас, основываясь на этих примерах, я вас очень прошу, чтобы вы составили свои собственные предложения с вот этими всеми изученными нами формами глагола. И я думаю, что это будет очень полезно для нас, так как мы все глубже и глубже будем постигать глубины своего родного языка. А теперь давайте изучим числительные. Конечно, тема эта достаточно проста, но для того, чтобы их запомнить, вам придется немного потрудиться и потренироваться. Итак, давайте запомним количественные числительные от 1 до 10. Итак, негн, 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 негн – это 1. Хойер, 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 хойер – это 2. Гурван, 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 гурван – это 3. Дервен, 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 дервен – это 4. Тавн, 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 тавн – это 5. Зурган, 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 зурган – это 6. Долан, 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 долан – это 7. Проговаривайте каждое из этих числительных вместе со мной. Немен, 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 немен – это 8. Йисн, 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 йисн – это 9. Арван, 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 арван – это 10. Итак, давайте еще раз. Негн, хойер, гурван, дерван, тавн, зурган, долан, немен, йисн, арван – это 10. После этого идут, естественно, 11, 12. Как же мы будем составлять их? Арван, негн – это 11. Арван, хойер – это 12. Арван, гурван – это 13. Арван, дервен – это 14. Арван, тавн – это 15. Арван, зурган – это 16. Арван, долан – это 17. Арван, немен – это 18. Арван, йисн – это 19. То есть сначала идет десяток, а потом идет то, что меньше десятка. Арван, негн, арван, хойер, арван, гурван, арван, дервен, арван, тавн и так далее. Теперь же давайте изучим десятки. Итак, десятки. Херн – это 20. Посмотрите, они очень похожи со словом хойер. Основа их хо – это общая основа и двойки, и двадцатки. Херн, 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 херн – это 20. Проговаривайте каждое из этих слов вместе со мной. Хернеген, естественно, это 21, хернхойер это 22, хернгорвун это 23, херндервен это 24, хернтавун это 25 и так далее. 30 на калмыцком звучит как гучин, 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 гучин. Это 30.
Соответственно, 31 будет гучен неген, 32 гучен хойер, 33 гучен горван, 34 гучен деревен, 35 гучен таван и так далее. 40 по-калмыцки будет дөчен. Они похожи. У всех этих слов основа, корень у единиц и у десятков одинаковый. Поэтому 40 это дөчен, дөчен, дөчен. Повторяйте, пожалуйста, за мной эти слова. Дөчен это 40. Дөчен, дөчен, дөчен. 41 это дөчен неген, 42 дөчен хойер, 43 дөчен горван, 44 дөчен дервен, 45 дөчен таван и так далее. И так мы доходим до 50. 50 будет называться словом тевен. Тевен. Если здесь было тавен, то здесь тевен. Тевен это 50. Тевен неген это 51, тевен хойер это 52, тевен горвун это 53, тевен дервен 54, тевен таван 55 и далее до 60. И вот 60 на калмыцком звучит как джирн. Кажется, что зурган и джирн вообще никак не похожи, но если бы мы знали с вами тудобичик и старомонгольскую письменность, то мы могли бы спокойно и легко вычленить общий корень двух этих слов. Джирн это 60, джирн неген это 61, джирн хойер 62, джирн горвун 63, джирн дервин 64, джирн тавун 65 и так далее до 70. 70 будет далын. Далын это 70. Далын. Далын это 70. Далын. Далын неген 71, далын хойер 72, далын горвун 73, далын дервин 74, далын тавун 75 и далее до 80. 80 будет на калмыцком звучать как наин. Наин, наин. Наин это 80. Наин неген это 81, наин хойер 82, наин горвун 83, наин дервин 84, наин тавун 85 и далее до 90. 90 на калмыцком будет йирн. Йирн это 90. Йирн. 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 Йирн неген 91, йирн хойер 92, йирн горвун 93, йирн дервин 94, йирн тавын 95 и далее до 100. 100 будет называться зун. Посмотрите, это слово, в нем неясных гласных нет. Зун это 100. И таким образом мы с вами досчитали от единицы до 100. Но в калмыцком языке существуют и более огромные цифры, начиная со слова мингн. Мингн. Мингн это 1000. Мингн это 1000. Есть еще одно слово, которое отсутствует в русском языке. Это слово 10 тысяч. Оно обозначается отдельным словом. Словом тюмен. 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 Как вы помните, наверное, из книг Василия Яна «Чингисхан», «Хан Батый», «К последнему морю» или Исая Калашникова «Жестокий век», кто читал эти книги, да и многие другие книги, например, книги Арлдана Басхаева, то вы наверняка знаете такое слово, как «тумен». Тумен — это 10 тысяч воинов. Так вот, слово «тюмен» действительно оригинально, исходное его звучание не «тумен», а «тюмен». Тюмен — это 10 тысяч. Причем не только воинов, но и любого другого, включая и даже 10 тысяч рублей. Тюмен арслынг будет 10 тысяч рублей. Соответственно, если мы скажем, например, немен тюмен, то это будет 80 тысяч рублей. То есть 8 десятков тысяч. Немен тюмен, тавын тюмен, дервын тюмен и так далее. Так говорили калмыки в старину. Сейчас, конечно, мы под влиянием русского языка уже произносим наин мингн арслынг, там дервын, дöчен мингн арслынг и так далее. Но традиционное обозначение этого счета это 10 тысяч, то есть это негатюмен, это будет 1 десяток тысяч, хойертюмен это 20 тысяч уже, гурвунтюмен это 30 тысяч, дервунтюмен это 40 тысяч, тавунтюмен это 50 тысяч, зургантюмен это 60 тысяч, долантюмен это 70 тысяч, нементюмен это 80 тысяч, йисентюмен это 90 тысяч.
И далее пошло у нас уже более крупные цифры. Итак, миллион на калмыцком языке звучит как сай. Не сай, а именно сай. Сай, сай, сай. Это миллион. Кроме того, раз у нас есть 1000 и 10 тысяч, то есть и 10 миллионов. Это слово джува. Джува, джува. Кстати, это слово заимствовано из тибетского языка. В калмыцком его не было. Однако у нас есть и побольше цифры. Например, 100 миллионов на калмыцком языке звучат как дунгшур. Я, кстати, всем зрителям, которые смотрят наши уроки, желаю, чтобы все обрели когда-нибудь дунгшур арслынг, то есть 100 миллионов рублей. И есть слово миллиард даже. Миллиард звучит как тирбум. Тирбум — это миллиард. Тирбум — это миллиард. Тирбум. Итак, давайте еще раз повторим крупные цифры. Мингн — 1000, тюмен — 10 тысяч, сае — миллион, джува — 10 миллионов, дунгшур. В некоторых калмыцких диалектах, кстати, еще говорят дунгшур. Мягко произносит это слово. Дунгшур — это 100 миллионов, и тирбум — это миллиард. Это были количественные числительные, которые вам нужно запомнить. Теперь же перейдем к порядковым числительным. Порядковые числительные — это значит 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. В современном калмыцком языке эти порядковые числительные образовываются посредством присоединения к основе слова. Я говорю об основе слова, потому что все эти слова не будут иметь буквы «н». Ни «негн» не будет, ни «гурвун», ни «дервин». А как вы заметили, практически весь счет у нас построен на том, что все, кроме слова «хойер», все цифры заканчиваются на букву «н». То есть при порядковых числительных, то есть 1, 2, 3, 5, 10, 25 и так далее, вот эта буква «н» будет исчезать, кроме слова «хойер». Итак, к этим словам без буквы «н» нужно добавлять суффикс «дыкче». «Дыкче», «дыкче». «Дыкче» — это будет порядковое. «Нег-дыкче» — первый. «Хойер-дыкче» — второй. «Гурвл-дыкче» — третий. «Дырвы-дыкче» — четвертый. «Тав-дыкче» — пятый. «Зурга-дыкче» — шестой. «Дола-дыкче» — седьмой. «Немдыкче» — восьмой. «Истыкче» — девятый. «Арвдыкче» — десятый. Вообще слово «дыкче» происходит от калмыцкого слова «декче», то есть еще несколько раз, еще что-то там, например, «киду декче» — сколько раз. Вот это вот слово, вот этот суффикс «дыкче» происходит от слова «декче». Итак, еще раз. «Нег-дыкче», «хойер-дыкче», «гурву-дыкче», «дервю-дыкче», «тав-дыкче», «зурга-дыкче», «дола-дыкче», «нем-дыкче», «ис-дыкче», «арву-дыкче». То же самое будет хойр-дыкче, гуч-дыкче, дөч-дыкче, тев-дыкче, джир-дыкче, дал-дыкче, най-дыкче, йир-дыкче, и зун уже не будет склоняться. Хотя зу-дыкче можно, в принципе, тоже будет сказать, если нужно сказать сотый. Далее пошли собирательные числительные, то есть по сколько. Вместе с каким количеством мы вот говорим, мы втроем, мы вчетвером, мы впятером пошли там куда-то или поехали куда-то, мы вдвоем и так далее. Вот для того, чтобы вот эти вот слова образовывать в калмыцком языке, тоже есть особые глаголы. Прошу прощения, не глаголы, а особые суффиксы. Это суффикс улын, улын, улын. Кроме слова хойюрн, ну, негулын мы не скажем, потому что, или, естественно, юлин будет. Юлин. Мы негулин не скажем «я сам», мы скажем «би еврен», «я сам» лично. А слово хойюрн, так как у него здесь буква «р», вообще в старину, конечно, оно звучало как хойюлын, но в калмыцком современном языке оно произносится как хойюрн, то есть вдвоем куда-то отправились. Во всех остальных словах тоже буква «н» будет исчезать, она не стабильная, и поэтому она всегда опускается. А вот это вот окончание «улын» или «юлин» будет присоединяться к ним. Давайте проверим. Итак, хойюрн — это будет вдвоем.
Гурвулын втроем, дөрвюлен вчетвером, тавулын впятером, зургалын шестером и так далее. Есть также и разделительные числительные. Например, там по одному, войдите к врачу по одному, по двое, по трое и так далее. Как же мы это будем говорить на калмыцком языке? Итак, по одному на калмыцком языке будет звучать как неджет. Обратите внимание, что слово неджет, основа его не, и слово негн, его корень тоже не будет, значит единицу. Неджет это значит по одному. Неджет ортн, неджет ортн, неджет ортн. То есть заходите куда-то по одному. Хошат будет значить два, подвое. Хошат это значит подвое. Гурват значит по трое. Дервет по 4 человека или по 4 чего-то. Тават по 5 и так далее. Таким образом, мы с вами сегодня изучили большое количество числительных. Это количественные числительные неген хойер горун дөрен тавун зурган дола нәмин есін арвын, а также хойрын гучын дөчін тәвін жирын далын найын ерін зун. И крупные и большие цифры, тоже количественные, это мингын, тюмын, сае, джува, дунгшур или дюнгшур в некоторых диалектах и тирбум. Мингын это 1000, тюмын 10 тысяч, сае миллион, джува 10 миллионов, дунгшур или дунгшур 100 миллионов и тирбум это миллиард. Также мы изучили порядковые числительные. Порядковые числительные образовываются посредством присоединения к основе числительного без буквы «н» суффикса «дгч». «Дгч», «дгч», «ник», «дгч» первый, «хойр», «дгч» второй, «гору», «дгч» третий, «дөрю», «дгч» четвертый, «тав», «дгч» пятый и так далее. Собирательные числительные, то есть по сколько человек мы или вместе со сколькими там мы куда-то отправляемся. Я людей беру в пример, потому что мы, собственно, о людях и говорим. Так вот, мы, например, отправились хоюрн, это значит вдвоем, гурвулн втроем, дюрвюлен вчетвером, тавулн впятером и так далее. И также мы изучили разделительные числительные, где, значит, по одному это значит неджет, по двое это значит хошат, по трое это гурват, по 4 это дөрвет, по 5 тават и так далее, так далее, так далее. Таким образом, пожалуйста, уважаемые друзья, тренируйтесь в запоминании счета, тренируйтесь в запоминании числительных, причем количественных, порядковых, собирательных и разделительных, ведь от этого зависит ваше знание родного языка. На самом деле это все просто, самое главное — привыкнуть к нашему родному счету. Друзья мои, теперь уже, как по традиции, сложившейся с самого первого нашего занятия, давайте запомним и заучим новые слова. Их будет не так много, как на предыдущих занятиях, так как вам достаточно много придется потрудиться, чтобы запомнить калмыцкий счет и разные виды числительных. Итак, первое слово, которое нам уже сегодня встречалось на уроке, это слово хош. Хош значит пара или двое. Хош, хош, хош. Запомните его. Хош, хош, хош. Не хоше, а именно хош. Следующее слово это ложь, неправда, вранье. На калмыцком языке оно звучит как худл, 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 худл. Ложь, неправда, вранье. Үнын, үнын, үнын. Повторяйте его, пожалуйста, потому что многие из вас делают ошибки и говорят юне. Не юне, а юнын, юнын, юнын. Юнын — это правда, истина. Уга, уга, уга — это нет, как вот в русском нет, но кроме этого оно имеет значение что-то отсутствует. Юкль, 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 так как это слово и мы экшикта юг, поэтому буква Л будет произноситься здесь мягко, как юкль. Маленький мягкий знак будет стоять
как будто бы после нее, но на письме мы его не пишем, однако запомнить давно уже должны, что если слово мягкорядное, то есть в котором есть мягкорядные гласные, то буква «л» произносится мягко. «Үкль» — это смерть. Давайте заучим простую калмыцкую пословицу. «Үнінді, үнінді, үкілуга, үнінді, үкілуга, үнінді, үкілуга, үнінді, үкілуга». Правде или истине нет смерти. «Үнінді, үкілуга». А теперь перейдем к более простым обиходным словам. Например, слово «шюсын». 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 «Шюсын» — это сок. Мы знаем уже слово «альмын», «кедмын», поэтому мы можем сказать, как же будет яблочный сок. «Альмына шюсын» — это яблочный сок. «Кедмыне шюсын» — это будет сок груши, грушевый сок. Или, например, «махна шюсын» — это будет вот жидкость, которая стекает с мяса после там, разморозки или только когда уже мясо недостаточно свежее. «Шюсын» — это сок. «Унды», «унды», «унды». В некоторых диалектах его также еще произносят как «ундын». «Ундын» или «унды» — это напиток. Любой напиток, который не сок, будет называться словом «унды». В том числе чай, кстати, «ця». Следующее слово — это слово «боденцик». 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 «Боденцик» — это у нас картошка. Картошка, причем как одна картошка, так и много картошки, мешок, 2 тонна, все равно будут называться словом «боденцик», так как в своей основе это слово включает и одну единственную картошку, но также и много картошки тоже будет называться словом «боденцик». Не «боденцик», множественного числа сюда ставить не надо. «Хаяр», «хаяр», «хаяр» — это огурец или огурцы. Тоже оно не имеет числа, так как слово «хаяр», «огурец», оно может быть и во множественном числе, и в единственном числе. А, как правило, конечно, один огурец никто не берет. «Адамче», 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 «адамче» — это помидор. «Тарвыс», 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 «тарвыс». Кстати, в некоторых западных и северных диалектах еще иногда произносят это слово как «тарус», потому что буква «в», как мы уже знаем, часто бывает так, что она переходит в букву «у». «Тарвыс» — это арбуз. «Гу», «гу», «гу» — это дыня. И теперь еще некоторые слова. «Дун», «дун», «дун» — это звук, голос, песня, какая-то мелодия, именно с участием голоса обязательно, не просто мелодия. Дун — это звук, голос или песня. Ду-гарх, ду-гарх, ду-гарх — это значит произносить или воспроизводить какой-то звук, как разговаривать. Кстати, в современном калмыцком это слово слилось и превратилось в дугарх. Надо сказать, что в бурятском языке вообще говорить это слово значит дугарх, то есть издавать какие-то, воспроизводить какие-то звуки. Дугарх — это издавать звук. Например, у вас зазвонил телефон. Телефон дугарчана, то есть издает звук, звонит. Дугарх — это также вскрикнуть и так далее. Зах, зах, зах — это указывать или наставлять, объяснять что-то, показывать что-то. То есть и даже разъяснять. Например, ухазах будет значить вставлять мозги, как вот по-простому говоря. Зах — это значит указывать, показывать. И иногда объяснять. Мекельх, мекельх, мекельх. Мекельх — это значит обмануть. Обмануть где-то при каких-то расчетах, где-то ввести в заблуждение. То есть мекельх — это обмануть. Надх, надх,
Надх. Надх — это играть, веселиться, гулять даже иногда бывает. Поэтому вот слово надх — это играть, веселиться, развлекаться. Вот так даже будет правильнее сказать. И следующее слово, малоизвестное современным калмыкам, это слово тагалх. 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 Тагалх происходит от слова так, то есть вот говорят еще там так, як, например, да, то есть крепко-накрепко. Тагалх без каких-то щелей, без ничего. Тагалх значит заполнять, например, заполнять анкету. Анкет тагалх значит заполнять, не оставлять никакого пустого места где-то. И именно вот заполнять. Или, например, заполнять промежуток между дверью и дверной коробкой, к примеру, там, утеплителем или еще чем-то будет тоже тагалх. Ухалх. 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 Ухалх — это будет думать, размышлять, больше, наверное, размышлять. Ухалх. Следующее слово — это слово өсх. 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 Өсх — это расти, вырастать. Причем о живых существах. Например, о траве мы будем говорить по-другому, о деревьях мы тоже будем говорить по-другому. Не өсх. Өсх — это относится именно и только к живым существам. Көкшырх. 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 Көкшырх — это значит стареть. Көкшырх — это стареть. И еще очень важные для нас сегодняшних, тех, кто занимается отправкой электронных писем друг другу, сообщений и так далее. Отправлять на калмыцком будет ильгэх. 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 Это отправлять. И чтобы уже совсем мы были осведомлены о том, что же мы будем отправлять, это слово бичик. Бичик. Это однокоренное слово, слову бичх. Бичик — это значит письмо или сообщение, какая-то надпись или запись. Вообще любая, потому что корень бичик и корень бичх одинаковый. То есть это любая запись отправляемая. Бичик ильгэх — это отправлять письмо. Например, тарвыс ильгэх — это отправить арбуз. Например, там боднцыг ильгэх — это отправить картошку и так далее. В общем, дорогие друзья, мы с вами завершили 9-й урок. Впереди у нас 10-й урок, но очень прошу всех вас активнее участвовать в комментариях, писать свои предложения и пожелания, так как мы подходим к золотой середине нашего курса. После этого последующие 10 уроков, которые мы запишем, будут касаться уже более тонких, более каких-то таких вот филигранных вопросов родного языка. Надеюсь, что все эти уроки были очень полезны для вас, вы почерпнули из них много нового. Конечно, в 20 уроков невозможно уложить все те знания, которые накопили наши предки на протяжении тысяч лет своего собственного развития и своего языка. Ну, самые основные, главные принципы построения разговора, фраз я стараюсь, и вся команда медиахолдинга Бумба старается дать вам в самом простом виде, для того, чтобы любой человек, не обязательно владеющий филологическими какими-то основами, мог спокойно применить это в своей практике, в своей жизни. Отдельно надо сказать большое спасибо всем спонсорам, благодаря которым эти уроки записываются, проходит очень большая сложная работа по монтажу этих уроков, и они выходят к вам уже в таком вот прекрасном виде, который вы смотрите на своих экранах. Также хотелось бы сказать, что нам очень важно не только видеть в комментариях ту связь, обратную связь, которую мы просим у вас, но также после 10-го урока мы хотим встретиться с теми, кто изучает калмыцкий язык, наш родной язык по нашим урокам, в Хуруле, в конференц-зале, обсудить вопросы непонятные, поговорить о том, насколько сложно или легко даются эти уроки, построить следующие 10 уроков в соответствии с вашими пожеланиями. Ода сен минд бетен.